Gennadьевич, Triple G. Геннадий Головкин, пожалуй, самый известный казахстанский боксер на сегодняшний день, да и за всю историю нашего независимого государства. Чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр. После завершения выступлений как любитель, он теперь покоряет мир профессионального бокса и добился на этом поприще немалых успехов. Геннадий Геннадьевич Головкин или Triple G, тройное G, как сокращенно его называют иностранные болельщики, не проиграл ни одного боя как профессионал. За его плечами 36 поединков, в которых наш соотечественник не просто одержал победу, но и вовсе отправил большинство оппонентов в нокаут. Не случайно за средневесом закрепился статус короля нокаутов. Суперчемпион WBA, а также чемпион мира по версиям IBO, IBF и WBC, он намерен завоевать все пояса в среднем весе. Для звания абсолютного чемпиона в своей весовой категории Головкину не хватает лишь чемпионского титула WBO, который принадлежит британцу Билли Джо Сондерсу. Ну а пока казахстанский боксер встретится на ринге с регулярным чемпионом мира WBA, американцем Дэниелом Джейкобсом. Бой, запланированный на 18 марта 2017 года в Нью-Йорке, уже назван одним из самых ожидаемых по версии сайта Boxing News 24. Транслировать поединок в Казахстане по традиции будут телеканалы «Казахстан» и «Казспорт». Пожалуй, будет справедливо отметить, что любому атлету каждое достижение достается огромным трудом и упорством. И немаловажным фактором как в период становления, так и в годы успеха для спортсменов является поддержка родных, близких, друзей, коллег и, конечно, поклонников таланта. В своих интервью Геннадий Головкин не забывает поблагодарить болельщиков, отмечая их высокую для него значимость. Именно им и посвящается эта программа. Ulkan rahmet sizga. Thank you very much for my fans. Thank you very much my home. Thank you people. Десятки тысяч зрителей, громко скандирующих имя любимого боксера на арене, сотни тысяч подписчиков в социальных сетях и сотни тысяч, а возможно и миллионы поклонников по всему миру. Феномен популярности мастера кожаной перчатки из шахтерской столицы Казахстана уникален и интересен прессе. Журналисты тщетно пытаются его разгадать. То ли дело в его огромном потенциале, то ли в скромной манере поведения и искренней, обезоруживающей улыбке, а может и в прекрасном гармоничном сочетании всего перечисленного. Но так или иначе, Геннадий Головкин сумел покорить сердца людей. И если симпатии соотечественников вполне объяснимы, то преданная любовь зарубежной публике, поначалу вызывающая удивление, сегодня уже свершившийся факт. Удивление, потому что ранее стать без преувеличения суперзвездой международного масштаба не удавалось ни одному казахстанскому спортсмену. Головкина обожают мексиканцы, уважают европейцы и боготворят в СНГ. Билеты на его бои раскупаются за считанные дни, а порой и часы. Стоит отметить, что чемпион по возможности уделяет внимание своим поклонникам. Он фотографируется на память и щедро раздает автографы. Так было и после пресс-конференции Геннадия Головкина и Мартина Мюррея в декабре 2014 года. Хотя сам бой состоялся в Монте-Карло, местом для общения с прессой стала столица Туманного Альбиона. Нашим соотечественникам, студентам британских университетов, посчастливилось вживую увидеть легенду современного бокса. На пресс-конференции Головкин был явным фаворитом иностранных журналистов. Они окружили его своим вниманием с не меньшей заинтересованностью, чем болельщики, и, казалось, совсем забыли о его местном сопернике.
Октябрь, 2015 год, Нью-Йорк, Мэдисон Сквер Гарден. Болельщики и телезрители в предвкушении захватывающего вечера. Геннадий Головкин выходит на ринг против канадца Давида Лемье. Высокую значимость этого поединка не раз отмечали журналисты, эксперты, болельщики и сами спортсмены. Спрос на бой Головкин-Лемье настолько высок, что побит рекорд Мэдисон Сквер Гарден по продажам. У каждого из болельщиков Головкина своя история. Одни живут в Штатах, другие прилетают из Казахстана, третьи – иностранцы. Здесь многие американцы знают Казахстан через Гену. И мы гордимся, всегда рассказываем американцам, что у нас есть такой профессиональный боксер. И каждый раз ходим на бои и болеем за нашего земляка. Специально пришли сегодня поддержать Геннадия Головкина. Мы верим в него. И сегодня все дружно, все активисты со всего мира наши будут поддерживать Головкина. В молодости занимался боксом, и поэтому являюсь таким ярым фанатом бокса. Приехал поболеть за нашего земляка Геннадия Головкина. Для нас это, конечно, большое событие. Несмотря на то, что мы многодетная семья, у нас очень активная работа. Несмотря ни на что, мы пришли поболеть за нашего земляка Геннадия Головкина. Верим в его победу, что он чемпион. Желаем ему успехов. Любим, знаем, уважаем, гордимся. Мы давно мечтали попасть в Нью-Йорк, и выпала такая возможность, и заодно мы решили попасть на бой Головкина. Очень им гордимся и очень довольны, что здесь. Мы вообще в гостях здесь. Я вообще являюсь фанатом, ярым фанатом, я бы сказал. Я ни одного боя в Америке не пропустил. Как я могу такое пропустить, когда я живу здесь? Осы жолы осы күресті көру үшін арнайы келдім. Менде осында әпкем оқиды, бірақ уақытты осы күреске арнайы жақындатып келдім. Боксты қатты жақсы көремін деп айта алмаймын, бірақ Қазақстан үшін бұл үлкен маңызды шара болғандықтан Қазақстанды қолдауға әр жерге барамын. Қазақстан үшін. Они не жалеют личных средств и времени, лишь бы увидеть вживую зрелищное шоу, которое их любимчик так умеет устраивать. На огромных аренах их голоса сливаются в общем хоре трибун, а они так мечтают донести свои слова поддержки до кумира. Я родился в России, мой отец из Казахстана, мать из Украины. Живу в Нью-Йорке. Большой фанат Гены. Почему? Его стиль, его человечность, его добродушие. И он замечательный человек, как в ринге, так и вне его. Мен Қазақстаннан, Алматыдан келдік бұл жерге келіншегіммен. Медоу емес дейді ғой. Соған келдік, бірақ негізі арнайлап бойға келдік біз Головкиннің бойына. Келіншегім Қарағандыдан арнайлап осы бойға. Негізі есепте бүгінгі ойға арнай келдік біз Головкиннің бойына. Жеңісті көреміз деп, тағы да бір үлкен жеңісті көреміз ба деп. Әркім өз мемлекетін жақсы көреді ғой. Сол үшін Қазақстанның атынан, Қазақстан туымен шыққаннан кейін, әрине дүнияның қай шетіне барса да бірге барып қолдау көрсетеміз, қолдан келгенше. Спасибо казахстанцам за поддержку. Вы можете гордиться Геннадием. Он настоящий профессионал и покажет зрелищное шоу. Болеют за Triple G не только люди из народа, но и звезды политического и спортивного небосклона. Глава Соединенных Штатов Америки, еще будучи кандидатом в президенты, не только посетил бой Головкина, но и зашел к нему в раздевалку перед поединком с Лемье, чтобы лично выразить свою поддержку. Трибуны, наблюдая за этим в зале по экрану, появление одиозного политика свистали, но это нисколько не умалило авторитет боксера. Пожалуй, в любви публики Геннадий мог бы посоревноваться с кем угодно и выиграть. Дональд Трамп, принц Монако Альберт II, Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович, актеры сериала «Игры престолов» и многие другие известные люди, чьи имена у всех на слуху, были замечены на боях или в непосредственной кампании Головкина. Они открыто выражают ему свои симпатии в соцсетях и лично, не забывая при этом приглашать и на свои мероприятия.
Так, дружба короля нокаутов и чемпиона Европы, португальского кудесника мяча Криштиану Роналду, уже ни для кого не секрет. Бомбардир Ла Лиги, чьи матчи сейчас транслируются в эфире нашего телеканала, поздравил Геннадия с днем рождения и даже отправил ему подарок. Гардероб нашего боксера пополнился именной футболкой королевского клуба «Реал Мадрид» с подписью «Роналду». Чуть позже, по личному приглашению португальца, Головкин с товарищами посетил финальный матч Лиги чемпионов. В итальянском Милане разыгралось настоящее мадридское дерби – Реал против Атлетико, закончившееся тогда победой сливочных в серии пенальти. С чем титулованный боксер не забыл поздравить своего известного друга в Инстаграме, сопроводив текст фотографии со стадиона Сан-Сиро. Оба спортсмена подписаны друг на друга в социальных сетях. А вот и Жан-Клод Ван Дам, герой боевиков 90-х, который Геннадий, как и миллионы казахстанцев, наверняка смотрел еще на заре своей спортивной карьеры, сегодня уже сам ищет встречи со скромным парнем из Майкудука. И сказать теперь, кто из них звезда большей величины, не так уж и просто. Американский сайт Sports Media опубликовал топ-лист 50 самых привлекательных в рыночном отношении атлетов. Казахстанский боксер Геннадий Головкин расположился в этом рейтинге на 29-м месте, превзойдя своих друзей Криштиану Роналду и Ронду Роузи, и лишь немного отставая от Лионеля Месси и Новака Джоковича. Triple G – это уже бренд, узнаваемый миллионами, интересный рекламодателям и приносящий прибыль. Геннадий Головкин – лицо крупнейших казахстанских и иностранных компаний. Он также бренд-амбассадор выставки Экспо 2017. В мае 2016 года Головкин по приглашению принца Монако посетил Гран-при Формулы-1. Об этом со словами благодарности в адрес монарших особ боксер сообщил на своих страницах в соцсетях, не забыв поделиться фотографиями из Монте-Карло. Осенью 2016 года Геннадий Головкин посетил Туманный Альбион уже не просто для участия в пресс-конференции, как в случае с Мартином Мюрреем, а с целью продемонстрировать британцам настоящее биг-драма-шоу. Его соперником стал Келл Брук. На арене О2 прозвучал гимн Казахстана, и хотя местные фанаты пытались заглушить его свистом, у них ничего не вышло. Гимн не просто звучал, его во весь голос исполняли казахстанцы, которых на вечере было немало. Впрочем, поболеть за Головкина приехали не только наши соотечественники. После утреннего дерби, в котором Манчестер Юнайтед проиграл своему принципиальному сопернику Манчестер Сити со счетом 1-2, звезда Красных Дьяволов отправился на бой казахстанского боксера. Златан Ибрагимович, оказывается, тоже большой фанат Геннадия Головкина. Об этом прессе поведал британский промоутер Эдди Хирн, узнавший о спортивных пристрастиях шведской звезды от его одноклубника Уэйна Руни. Товарищи по команде планировали посетить вечер бокса вместе, однако капитан английской сборной на арене О2 замечен не был. Зато Ибрагимович не только насладился зрелищным поединком, но и заглянул в раздевалку в Triple G. Среди ярых фанатов короля нокаута и троица давних друзей из Астаны. Отложив все дела, они прилетели на вечер бокса. И хотя им удалось пробыть в Лондоне лишь уикенд, впечатлений и от 2 дней не хватило с лихвой. Я захожу на сайт О2 и начинаю пробивать. Все билеты буквально были за полчаса 40 минут раскуплены. Там я увидел, там оставшиеся несколько, там где-то билетов 30, наверное. Я пока 3 это место закликал, начал оформлять на себя. Не успел, эти 3 билета тоже ушли. Купить билеты онлайн было нереально. Я хочу просто, чтобы люди знали. В последний момент я пишу в Инстаграм Геннадию напрямую. Я говорю, такая ситуация, у нас билеты, надо лететь, а на бой нету. Приходит через 3 дня сообщение. Номер телефона казахстанский, позвоните, ваши проблемы решатся. Я звоню туда. Мы за 400 фунтов покупаем билет. Прям практически недалеко от ринга. Ну, Гене отдельно спасибо, что ответил. Таких как Гена, наверное, держится вся страна. И, впечатление, конечно, море.
Впечатление супер. В первую очередь, конечно, от самого Лондона. И во-вторых, это ощутиться в этой 20-тысячной арене, где 19,5 тысяч человек болеют за Кейла Брука, а ты орешь вовсю за своего соотечественника, за своего брата Гену, чтобы поддержать как-то его. Ну, впечатление, конечно, супер. К сожалению, вообще нету совершенно. Ну, все эти эмоции, конечно, это не передать словами. Никакие деньги ты эти эмоции не купишь. Не обделяет вниманием Геннадий Головкин и родных болельщиков, которые посетить его бои за рубежом по разным причинам не могут. Одну из встреч в Астане он полностью провел в формате вопрос-ответ. Говоря о фанатизме и кумирах, он отметил, что поддержка и любовь поклонников ему приятна и даже льстит. Тем не менее, он призвал не строить из спортсменов идолов. Я думаю, кумиры это сразу неправильно. Не надо ставить кумиров себе, не делать себе кумиры. Должны быть примеры, особенно если они хорошие. Можно ставить, можно говорить, что хороший человек это хороший пример, это здорово. Делать кумиров себе это сразу неправильно. Не было у меня кумиров. Геннадий Головкин – любимец миллионов, титулованный боксер, настоящий чемпион, хороший и скромный человек. У каждого болельщика свое представление о нашем соотечественнике. Одно несомненно – он достоин наших симпатий и внимания. Его успехи и достижения заслужены, а человеческие качества восхищают. И, возможно, в этом его феномен популярности. Головкин, алға! Қазақстан жаса! Ген алға! Китай болеет за тебя! Жаю! Ген алға! Ген алға! Қазақстан сенімен бірге! All kings is uniting kingdoms support you, Gena! Рио